На этот раз активисты Малгобекского района поставили перед собой задачу не из легких. За этот день они должны высадить около 200 саженцев. Деревья именные. Каждая из них будет высажена в память об одном из героев Великой Отечественной войны, чьим именем назвать свое деревце Ася Дзейтова обдумывала долго. И после стольких раздумий наконец определилась с выбором. Я хочу назвать одно из деревьев, хочу имя первого героя России Саламбека Асканова. Его подвиг наверняка всем нам известен. Он пожертвовал собой, чтобы защитить деревья, но при этом он остался в памяти у всех. Дружно и весело идет процесс посадки. За первый час удалось высадить около 50 ясеней. Порода деревьев тоже выбрана не случайно. Почему порода ясень? Потому что наша территория находится в зоне рискованного земледелия, поэтому они лучше проживаются. Вооружились лопатами и лейками не только активисты, но и гости республики. Поисковый отряд Северного Кавказа, а также и Нижнего Новгорода тоже решили внести свой вклад в благоустройство Зязиков юрта. Я вот, например, посадил пару деревьев в память о своих дедах. В прошлом году я был здесь, на Кавказе, со своими сыновьями. Надеюсь, что это мой приезд не последний. И в следующем году, возможно, приедем еще раз на вахту памяти. И я очень хочу приехать сюда со своим сыном и показать ему дерево, которое в честь его деда посажено, чтобы он знал. Акция «Дерево памяти» проходит ежегодно по всей России и приурочена к празднованию 9 мая. Так, за прошлый год по всей стране было высажено около 12 миллионов деревьев. Для активистов из движения «Поисковый отряд Малгобека» такие акции тоже не редкость. Они всячески стараются принимать участие в озеленении родной республики. И на этом останавливаться не собираются. До 4 июня у нас есть такая задача посадить по району 7500 деревьев. После того, как все деревья будут высажены, за ними нужно тщательно ухаживать. Эту работу взяли на себя активисты отряда. У администрации села также большие планы на дальнейшее обустройство этой территории. Вот на каждом деревне указана памятка, дощечка, в честь кого посажены эти деревья. Также на днях на территории Малгобекского района были найдены места захоронения солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. После посадки деревьев поисковые отряды Малгобека, Северный Кавказ и Курган отправились поднимать останки солдат. Находимся мы, как я уже сказал, на подступах Терского хребта, то есть на подступах старой черты города Малгобека. Здесь одна из передовых линий обороны города Малгобека, когда мы говорим, что город переходил из рук в руки несколько раз, то есть вот этот Терский хребет за нашей спиной, это и есть старый город. Вот отсюда как раз шел немец, вот здесь есть линия обороны. С 19 апреля в этом районе идут поисковые работы в рамках всероссийской акции «Вахта памяти». Так, в прошлый раз уже удалось обнаружить останки нескольких солдат, однако идентифицировать их пока не удалось, так как на месте захоронения не было обнаружено ни одного личного предмета. В прошлом году поисковики столкнулись с такими же трудностями. Из 12 найденных солдат не удалось установить личность ни одного из них. В этот раз активисты надеются на удачу и что им удастся найти именной медальон, то есть эбонитовую капсулу. В военные годы в ней оставляли записку с именем, фамилией и номером войсковой части бойца. Наша основная задача – найти и поднять бойцов. Как мы знаем, у бойцов обычно с собой металлические фляжки, там, оружие. И если находим что-то крупное, шипом пошипаем в землю. Если наткнемся на кость, значит там лежит боец. После долгих работ, наконец, первая удача. Рядом с захоронением найдена пуля. По ней можно установить, в какой дивизии воевал солдат. Это стрелянные гильзы от винтовки Мосина. Гильзы советского производства. Здесь еще встречаются гильзы иранского производства. До 40. Имя Игбаев. На бритве фамилия начерпана Игбаев. Мы как раз вот нам ребята, которые скрывают бойца, говорят, что есть возможность определить имя, отчество. Идентифицировать бойца для поискового отряда не составило труда. Его имя и фамилию, нацарапанные на найденной бритве, ввели в интернет, в обобщенный электронный банк данных «Мемориал». Там содержится информация о советских воинах, погибших и пропавших в годы войны. Хали или Хали, я не знаю точно. 16-го года рождения, Башкирская ССР. Призван Куюргазинским РВК Башкирская ССР. Красноармеец 256-й ОСБР. Отдельной стрелковой бригады. Да. А посмотри теперь Баева. Пропал без вести 5 октября 1942 года. Чечено-Ингушская ССР в районе города Малгобек.
76 лет этот солдат считался без вести пропавшим. И, наконец-то, еще одного бойца вернули из небытия. Еще для одной семьи в нашей стране закончилась война, начавшаяся более 70 лет назад. Останки солдата, найденные в Ингушетии, решено передать в Башкирскую республику. Однако в случае, если не удастся найти родственников погибшего, его захоронят здесь, в Ингушетии, на Тербском хребте, рядом с братским захоронением номер 2, со всеми почестями. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24.